Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о так называемых жертвах НКВД. Значит, когда-то, еще в начале века, Игорь Кузнецов, Орешко такой был, издали книжку «Индекс расстрелянных в Минске». И вот в этой книжке приводится схема, где у нас в Минске находятся жертвы массовых захоронений НКВД. Там, где их стреляли, где их должно быть очень много. Ну и в качестве комментариев Кузнецов говорит: да, вот, понимаете, в Минске и его окрестностях похоронено, расстреляно сотрудников НКВД не менее 200 тысяч ни в чем не повинных граждан. И вот я решил перепроверить, что же это за захоронения такие и что из себя представляет вот эта карта. Значит, начнем с такого захоронения, которым первое обозначено в левом верхнем углу карты. Там, где находится военный городок Мусиковщина, нарисовано большое такое черное пятно, обведено. Типа вот это, там захоронены жертвы НКВД. Значит, для тех, кто не знает Минска или кто плохо знает, хочу пояснить, что в этом месте когда-то был военный городок до войны. Военный городок был ведомство Наркомата обороны. Никакого отношения он к НКВД не имел. С северной стороны был учебный полигон, которым лошадей тренировали, учебный центр такой. То есть там провести секретное захоронение было практически невозможно. В самом городке, как вы понимаете, тоже невозможно что-то сделать в военном городке, чтобы на утро не знал весь городок. Это такая специфика жизни военного городка, это как большая деревня. Кто-то там чихнул сегодня, к обеду уже все знают. Ну и, соответственно, южнее военного городка располагалось военное стрельбище, располагался стадион. Опять же, стрельбище работало 3 смены, и что-то произвести секретно захоронение там тоже было невозможно. Так вот, после того, когда началась война, в Мусиковщине был создан самый большой в Беларуси лагерь военнопленных Шталаг 352. О том, какие зверства там было, можно подробно найти в материалах Чрезвычайной государственной комиссии, которая работала в 1944 году. Есть книги, уже изданные, где приводятся свидетельские показания о зверствах, чинимых в этом месте. Но нас будет интересовать не эмоциональная сторона вопроса, а именно цифры. Так вот, что касается цифр, вы видели, знаете, что в Мусиковщине есть большое захоронение, мемориал, там горит вечный огонь все время. Этот мемориал, там написано, что здесь похоронено 80 тысяч, более 80 тысяч пленных красноармейцев, по-моему, так там фраза идет. То есть эта цифра 80 тысяч была взята из немецких документов по типу, что с 41 по зиму 42 года, то есть за этих полгода погибло и было умерших 80 тысяч человек в Мусиковщинском лагере. И вот теперь, когда мы начинаем сравнивать материалы Государственной чрезвычайной комиссии, смотрим, да, одно захоронение в Глинище было, там 40 с лишним тысяч, следующее захоронение было северо-западнее, найдено там еще, по-моему, 11 тысяч. То есть в сумме получается приблизительно 54-55 тысяч захоронений военнопленных было найдено. И сюда же было припрессовано 24-25 тысяч по разным подсчетам захоронений, которые были эксгумированы возле хутора Петрашова. Это сейчас район Веснянки. Там было 8
огромных захоронений, в которых трупы были сожжены. И вот, соответственно, когда Государственная чрезвычайная комиссия проводила расследование, она установила по вопросам свидетелей, что там похоронены были не военнопленные, а там водили расстреливать мирных жителей с Минска, преимущественно евреев. То есть 24 тысячи там было настреляно евреев. О чем это говорит? О том, что минимум 24 тысячи военнопленных, захоронений 24 тысяч военнопленных еще не найдены. Они еще лежат. То есть Государственная чрезвычайная комиссия их просто приплюсовала и вышла на цифру 80 тысяч, которая была указана в немецких документах. Но реально вот этих вот 24 тысячи умерших военнопленных, они где-то еще лежат. Ну и, соответственно, когда шли различные судебные процессы, когда судили коллаборантов, когда судили немцев, которые там были, они рассказывали, где, сколько расстреливали немцы, и литовцы там. Ведь когда говорят, что вот Импулявичус был минским мясником, ну, кличка была такая у него, почему-то никто не хочет указывать, так, а где же этот минский мясник стрелял своих людей? Типа, мясник, ну по логике, вот, должны быть рукава по локоть в крови, должно быть море трупов, а где эти трупы? Так вот, первая часть трупов, они находились в Куропатах, когда они 7-8 ноября там настреляли несколько тысяч человек, а потом они пошли расстреливать Мусюковщину. И вот там они стреляли именно по Мусюковщине, они он стал Импулявичус называться минским мясником. Но самое интересное еще один момент. Я немножко отвлекусь, когда по Куропатам проводилось расследование, и Кузнецов указывает в своей книге вот этот индекс расстрелянных в Минске. Вот когда уже было второе расследование, когда Комаровский был назначен генпрокурор Комаровский, он писал запросы в Германию и писал запросы в институт Яд Вашем. И вот как Кузнецов пишет. Новое расследование, дело по Куропатам, было проведено досконально для того, чтобы исключить версию расстрелов евреев немецкими оккупантами. Валерий Комаровский, генеральный прокурор, запросил Иерусалимский институт катастрофы и героизма европейского еврейства в годы Второй мировой войны Яд Вашем, где собрана наиболее полная информация о репрессиях в отношении евреев, Минск, Дрозды, Мусюковщина, Куропаты, Снайоткова, Зеленый Луг в качестве мест расстрелов еврейского населения не зафиксированы. Нет информации о расстрелах в Куропатах и в немецких архивах. Вот так, дорогие мои. То есть все те судебные процессы над литовскими палачами с 12-го литовского полицейского батальона, все те судебные процессы, которые у нас проходили над немецкими военнопленными, причастными к уничтожению людей, для института Яд Вашем это является ничто. О чем это говорит? О том, что заговор, вот этот вот, который по Куропатам, по геноциду, по жертвам НКВД, он готовился не только американцами, он готовился и с помощью немцев, и с помощью института Яд Вашем. Поэтому Мусюковщина является наглядным примером вот этой вот политтехнологии, когда уже заранее выдали индульгенцию, когда институт Яд Вашем сказал: все, ребята, там евреев мы не стреляли. А если найдут расстрелянных, кто стрелял? Ну, конечно же, НКВД. Вот на этой вот хорошей ноте, я считаю, достаточно подробно рассказал про Мусюковщину.
В следующих передачах мы поговорим с вами о других местах захоронения.